На сегодняшний день полиграфия является одним из крупнейших секторов мировой экономики. Самую значительную часть полиграфического рынка занимает коммерческая продукция – книги, газеты и журналы, а также рекламная продукция различного назначения. Прочно вошли в обиход такие понятия, как деловая и оперативная полиграфия, настольная типография и фирменный стиль. В нашей республике лидирующие позиции на рынке полиграфии занимает типография акционерного общества «Медиа Холдинг Якутия». Свою историю типографское дело в нашей республике начало 20 августа 1861 года. Типография была организована на средства из казенного запаса капитала Якутской области и меценатства. Половину суммы пожертвовал кандидат на должность главы Кангаласского улуса Филипп Лепчиков. Только в 1866 году, спустя 5 лет после открытия, Якутская областная типография выпустила первую печатную книгу. В 1867 году типографию постигла первая неудача – случился пожар. Но через год типография была восстановлена на собственные средства. 8 января 1892 года выходит первый номер якутских областных ведомостей под редакцией Меликова. Второй номер форматом в развернутый лист А3 и тиражом в 450 экземпляров увидел свет 23 января. До образования в 1922 году Якутской АССР типография печатала единственную советскую газету на русском языке, которая выходила в разные годы под названиями «Известия Ревштаба», «Якутская правда», «Красный север» и «Ленский коммунар». В 1927 году типография подверглась реорганизации и стала именоваться Якгостипография. В 1931 году директором типографии был назначен опытный полиграфист Яков Карандейкин. В 1944 году директором типографии стал участник Отечественной войны Бобряков. С 1952 по 1955 год типографию возглавлял Игорь Прошутинский. Долгожданный переезд в новое здание состоялся в 1957 году, и 27 апреля 1961 года решением исполкома Якутского городского совета депутатов трудящихся республиканской типографии присуждено имя легендарного советского космонавта Юрия Гагарина. С 1966 по 1969 год коллектив типографии возглавлял Михаил Васильевич Шипицын. В 1969 году республиканскую типографию имени Гагарина возглавил Николай Лифанов. С 1986 года директором издательства Якутского обкома КПСС значился Илья Филиппович Михальчук, самый молодой на тот момент директор партийного издательства в СССР. В 1991 году указом первого президента республики Михаила Николаева Якутская республиканская типография имени Гагарина и издательство Совета министров были объединены в компанию «Якутполиграфиздат». В это время полиграфия являлась массовым общественным явлением, нужным для всех. На одном из документов первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева, представленного на рассмотрение в правительство, было отмечено: экономить надо на всем, но только не на полиграфии. Изыщите средства и стройте. С 1998 по 2003 год Сахаполиграфиздат возглавлял Тит Ефремович Сивцев. В 2003 году распоряжением президента республики Вячеслава Штырова комплексу Сахаполиграфиздат был присвоен статус государственного унитарного предприятия и назначен генеральный директор Алексей Максимович Скобелев. По распоряжению вице-президента Республики Саха-Якутия Александра Акимова в 2004 году на базе ГУП Сахаполиграфиздат был создан издательский дом «Якутия». Новое издательство, которое возглавил Сергей Егорович Федоров, с энтузиазмом взялось за дело. За короткий промежуток времени были выпущены книги «Нюргун Ботур», «Якутские сказки» и остросюжетный роман Виктора Одинокого «Золото народа». В октябре 2005 года президент Якутии подписал указ о слиянии двух государственных предприятий – «Саха-Печать» и «Сахаполиграфиздат». Я был в командировке в Москве, позвонил Егор Афанасьевич Борисов, тогда был председателем правительства. Он сказал: в 3 дня подготовь свои предложения о создании медиахолдинга и пойдем к президенту Штырову. Ну, это, видимо, было продиктовано тем, что в тот период предприятие находилось не в очень хорошем финансовом положении. Ну и так, как говорят, или звезды легли, или карта упала. Но вот пригласил Вячеслав Анатольевич
Забавно, что на том месте, на котором он меня снимал, с главного редактора газеты «Якутия», он предложил создать на базе Саха-Полиграф-Издата медиахолдинг. Я не отказался. Вот с этого началась история. Это был конец декабря 2006 года. В апреле 2007 мы зарегистрировали открытое акционерное общество «Медиахолдинг Якутия». Ну и вот как бы началась наша история, которая продолжается, но продолжается с трудом. Я вот сразу хочу сказать огромное спасибо всему коллективу, потому что это требовало и терпения, и веры в то, что мы выкарабкаемся. Потому что тяжелое было положение, многомесячные зарплаты не выплачивались. Я понимаю людей, которые, матери приходили, плакали ко мне, что вот нечем кормить и так далее. Кто-то ушел с предприятия. Ну вот, чтобы поправить все эти дела, у нас достаточно много долгов было, и 2 дела о банкротстве в суде. Мы продали здание, которое все знают вот, на Орджоникидзе. За счет этих денег рассчитались с наиболее острыми долгами, избежали процедуры банкротства, закупили новое оборудование. И, кроме того, мы построили новую базу на переулке Вилюйский, 20. Кто там был, наверное, оценил эту маленькую автономную республику. Замечательное место. Очень хороший коллектив. Просто в каждом коллективе есть традиции. Их можно загасить, можно развивать, можно поддерживать. Ну, к счастью, вот даже несмотря на какие-то сложные годы, вот это здоровое начало в коллективе осталось. Люди преданы и профессии, и коллективу. Они любят свою работу, и тех, кто с ними рядом. Я не сомневаюсь, что тех, кто придет после нас, поддержат и нынешние традиции, что-то свое хорошее привнесут. Ну а то, что от нас зависит, я говорю, вот это вот очень большое техническое перевооружение, которое еще не закончено, потому что это такая отрасль, где надо успевать за новинками. Дай бог, чтобы у нас для этого были финансовые возможности. И я опять повторюсь, они у нас обязательно будут. Так вот, 4-я часть продукции выпускается нами. Сейчас вопрос идет о чем? Чтобы поддержать этот уровень, может быть, даже не столько количественно, сколько качественно. А здесь очень много факторов. Вот почему мы приобретаем новую технику. Потому что, допустим, допечатная подготовка CTP такого формата, который у нас, единственная в республике. А это качество, особенно для профессионалов, сразу на глаз видно. В газете, в журнале, еще в чем-то. Вот. Во-первых, качество. Во-вторых, ценовая политика. Вот тоже не секрет, что сейчас в городе у нас цены, может быть, даже ниже. Ну, не может быть, а ниже, чем у наших конкурентов. Если брать вот это вот сочетание медиахолдинг, оно еще не наполнено как бы первоначальным содержанием. Ведь медиахолдинг – это не только печатание, распространение, но и издание газет. У нас были газеты, которые затем выделили в Саха-Печать. То есть сейчас холдинг без газет. И я полагаю, в будущем эти издания появятся. И тех, кто будет писать новую историю холдинга, в интервью вашим коллегам в будущем скажет о том, что у нас вот столько-то газет, столько-то журналов чисто холдинговских. Ну, большой рывок был сделан, первый, я бы даже сказал, рывок в технологии был сделан в конце 70-х годов прошлого века. Это когда в Якутии появились первые офсетные машины. До этого существовала только высокая печать. Это касается и газетного производства, и книжно-журнального. То есть все производилось с помощью свинцового набора. Технология, так скажем, которая была еще изобретена товарищем Гутенбергом в Германии в 1700 каком-то году. То есть очень старое все. Вот, соответственно, были машины громоздкие, энергоемкие, медленные по сравнению с офсетными. Ну и офсетное оборудование – это уже следующий, скажем так, этап в развитии полиграфии. Существовали вот эти два вида
производства, и высокая печать, и офсетная. В 1991 году на вооружение типографии поступили первые офсетные газетные машины. При теперешнем уже переезде, это в 2009 году, когда построено было вот это новое здание, и при переезде было закуплено новые современные уже техники, которая гораздо более скоростная, экономичная. В части допечатной подготовки было сделано очень большое усовершенствование тем, что применена технология Computer to Plate, то есть непосредственное нанесение изображения на печатную форму при помощи лазерной техники. Плюс к этому полностью был обновлен парк газетного оборудования, что позволило сократить время, затрачиваемое на производство газет, что в наших условиях очень важно, поскольку нам за одну смену за ночь нужно напечатать довольно большой объем газет. Ни для кого не секрет, что в последнее десятилетие количество печатных изданий в Якутии резко возросло. Читатели получили возможность покупать местные глянцевые журналы, которые по качеству вполне могут конкурировать с российскими аналогами. Когда техника усложняется, естественно, и ремонтная группа должна быть более, профессиональной, что ли, более обученной. И уже, как раньше, просто было, будем говорить, рубильник и электродвигатель, сейчас значительно усложнились системы управления и требуется квалификация значительно выше. У нас народ, в общем, такой продвинутый, изучают все это, все, что приходит, вся документация изучается, все проверяется, все зависит от человека, и в конце концов качество определяется теми людьми, которые работают на этой технике, их в основном профессионализмом и отношением к работе. И чем сложнее техника, она позволяет более качественно выпустить продукт при, конечно, умении работы на этой технике. Весомый вклад в качество республиканского глянца вносят специалисты печатного цеха типографии медиахолдинга Якутия. Профессиональный печатник, он очень высоко ценится. Даже, так скажем, при всех, что оборудование совершенно, что как некоторые думают, что а что тут такого, взять кнопку, нажать и вперед. Ничего подобного. Ничего подобного. Это уже, я говорю, это профессионализм. Правда. Поэтому отношение, в принципе, если человек качественно, хорошо выполняет свою работу, и в те времена также относились, и сейчас. Просто меньше, может быть, орденов дают, больше зарплату дают. Вот тут может быть нюансы. Вот и все. Газеты «Якутия», «Кым», «Сахасире», «Юность Севера». Пожалуй, каждому якутянину знакомы эти названия. Вот уже несколько десятков лет они попадают в руки своих преданных читателей благодаря труду большого коллектива газетного цеха типографии медиахолдинга Якутия. Сегодня газетный цех выпускает более 30 наименований периодических изданий, поэтому работа ведется в 2 смены. Особенно горячие дни – среда, четверг и пятница. Газетный цех состоит из печатного отдела и газетно-журнальной экспедиции. Последняя является одним из крупнейших подразделений типографии с трудовым коллективом более 28 человек. Газетно-журнальная экспедиция работает в 2 смены по 5 человек в каждой. Именно они сортируют вышедшие из печати газеты и отправляют их по районам республики. Когда печатаем газету, вот она идет, с одной стороны печатаются 4 краски, а с другой 1. Это 4+1. Мы можем печатать и так. 4 + 4. Можем и так печатать. А вот эта машина позволяет это сделать. Печатаем газеты в цвете. Можем печатать 4+4
И черно-белые по всей республике. Самое большее количество газет печатается у нас. Мы печатаем где-то более 30 наименований газет. И республика, в смысле российские газеты, значит, это у нас и «Аргументы и факты» печатается, «Московский комсомолец» печатается, и российская газета ежедневная, и «Толстушка» недельная. И так печатаем мы остальные все наши республиканские газеты. Коллектив у нас молодые ребята, молодой коллектив. Уже где здесь газетно-журнальная экспедиция, тут уже как-то есть и в возрасте, и молодые. А там у меня работают только молодые ребята. В общем, все молодые, хорошие печатники, уже классные специалисты стали. Значит, у нас в цехе работает 2 бригады. Они работают через ночь. Но мы стараемся. Потому что как-то мы все работаем, чужие газеты, да, посмотрю, берем друг у друга газеты, смотрим, и всегда как бы у нас конкуренция же это есть. Тем более мы всегда болеем за заказчика. Медиахолдинг «Якутия» – настоящая кузница кадров для типографии республики. Андрей Поровов пришел работать фасовщиком в типографию тогда еще Саха-Полиграф-Издата в 1991 году. На тот момент ему было только 15 лет. Сегодня за его спиной 6 разрядов и 20-летний стаж. Сейчас Андрей является мастером газетного цеха. Типография медиахолдинга «Якутия» – это единственная типография в республике, которая занимается производством книги в твердом переплете. Процесс изготовления книги начинается с приема материала от издателя. Дизайнер создает и оформляет каждую страницу книги и обложку в электронном виде. В цехе допечатной подготовки выводят спуски всей полиграфической продукции на CTP-пластины. С их помощью можно смешивать любой оттенок. Пока изготавливаются фотоформы будущей книги, типография активно готовится к производству. На свет появляются толстые стопки отпечатанных бумажных листов. Как только все листы книги отпечатаны, их отправляют в переплетный цех. Большие страницы после высыхания краски идут на фальцовку, где их сгибают в 1 или несколько раз, и на подборку, где каждую сфальцованную тетрадь подбирают с другими, продолжающими свой отсчет страницами. Эти тетради впоследствии собираются в книги. Тетради сшивают нитками или проволокой и вставляют в переплет, либо собирают в книжный блок и вклеивают обложку. На данном станке происходит рождение обложки. Закладываются картон и отпечатанные листы. Буквально несколько секунд, и вот она, одежка книги. В специальную машину закладываются все полуфабрикаты книги. Приклеивается корешок, который соединяет книжный блок и обложку. После прессует ее, и вот она, готовая ароматная книга. Итоговый результат – любознательный и поучительный, внушительный и очень красивый, готовый букинистический товар, который можно оформить в виде сувенира прямо в типографии. И что у нас самый большой цех и очень много процессов. Еще есть, до сих пор остался ручной труд, это эксклюзивные продукции, которые делаются только руками. Также твердые переплеты, но красивые, в общем-то современные такие. В части, допустим, изготовления журналов, шитла на скобу, скажем, да, у нас на предприятии стоит линия, которая позволяет с большей скоростью, чем в любой другой типографии в городе, ну и, соответственно, в республике, исполнять такие работы. То же самое касается книг в бесшвейном переплете, так называемых покетбуков, допустим, да. Вот наша машина самая скоростная для изготовления таких книг, клеевая. 1 августа 2009 года в структуре медиахолдинга «Якутия» появилось новое подразделение.
Оперативный и сувенирный отделы предприятия были объединены в цех сувенирной продукции. Производственный отдел – это сердце любого предприятия. В этом подразделении компании работают опытные и преданные своему делу люди. И я сразу поставила задачу перед девочками, в основном девочки были, вот, перед редакторами, что каждая книга как первая и последняя. И сейчас тоже, да? Независимо от того, правительство заказывает, да, или просто колхозник написал книгу, да? Я говорю, только если мы каждый будем относиться так, значит, как первый и последний, и независимо от ранга, да, то и будем стараться сделать каждую книгу хорошо, только тогда мы можем чего-то добиться. Ежедневно в стенах родной типографии медиахолдинга «Якутия» честно трудятся люди, которые помогают делать наш мир краше с помощью разнообразной полиграфической продукции. Особое место занимает у нас юбилей, настоящий 150-летний юбилей медиахолдинга «Якутия». Это первое промышленное предприятие в Якутии. Я, пользуясь случаем, сердечно поздравляю коллектив медиахолдинга Якутии с настоящим большим юбилеем. Да. Особые слова благодарности я хочу адресовать ветеранам полиграфии. Пожелание самое такое хорошее, чтобы у них была финансовая стабильность. Это, пожалуй, самое такое и мое искреннее пожелание. История становления и развития типографии медиахолдинга «Якутия» полна значимых событий. Это поначалу маленькое, кустарное предприятие пережило за 150-летний период своей истории немало значимых событий, судьбоносных, радостных и печальных. Типография дважды горела дотла, но как легендарная птица Феникс всякий раз возрождалась из пепла и шаг за шагом покоряла очередную высоту. Уважаемые работники медиахолдинга «Якутия», разрешите от имени правительства Республики Саха-Якутия, от имени Совета директоров медиахолдинга «Якутия» поздравить вас всех с этим юбилеем. 150 лет – это очень большая дата. Мы все помним, что наше полиграфическое предприятие было первым производственным предприятием на территории нашей республики. И именно с этого предприятия, маленького тогда предприятия, началось становление промышленности нашей республики. И в некоторой степени наши алмазные гиганты, угольные гиганты – это все внуки, правнуки того маленького предприятия, которое 150 лет появилось в городе Якутске. За эти годы было, конечно, много самого разного. Были и блестящие успехи, были и горькие неудачи. Но всегда наше предприятие сохранялось, развивалось. Почему? Потому что полиграфия, издательское дело нужно Якутии. Люди должны читать и развиваться через чтение. И, конечно же, вот наш медиахолдинг, как бы он ни назывался, он всегда нес людям светлое, доброе. И всегда в нем работали очень хорошие специалисты, преданные своему делу, которые день и ночь готовы работать у печатного станка, готовить к печати издания, газеты, журналы, книги, корректировать, вычитывать все этот материал и делать все, чтобы утром жители нашей республики могли получить газеты, могли в срок получать журналы, чтобы выходили новые интересные книги о нашей Якутии, книги наших якутских авторов. И я уверен, что и в дальнейшем медиахолдинг Якутия, он будет сохраняться, будет развиваться, потому что полиграфия нужна нашей Якутии. В этот праздничный день разрешите пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья и большой творческой удачи. Сегодня мы можем смело сказать: медиахолдинг «Якутия» – сердце полиграфии Якутии.